Ящики с продовольствием аккуратно загружают в машины, чтобы ничего не рассыпать. Тысячи продуктовых наборов, которые включили яблоки, масло, чай, муку и сахар, отсюда отправят нуждающимся семьям по всему региону. Представители администрации со всех населенных пунктов Ингушетии приезжают на территорию сада «Гигант», чтобы точно по спискам получить необходимое количество наборов. Сюда же приехала и делегация из пригородного района. أنا وصحدا خطه أخوي أول جمدي خلوت إيش قونه يقوش بول هانز كيز دخلوا ينشل ده يقونه يحقوش بامبوي مخ دق بولوش بخوب بولوش بتأخ ريجر ناخا نمانيش كاستا بركل al بيزن برسا تيجناخا دوق مالله شو حني al شو تيجنا خلو باق هار يورت أحيي تاشتها مسك نخدوخا بولوش محتاجي تيجناخ بالخ محتاجي جاستخ وصاغ وحمو دك ناخا غدو Сегодня Ингушетия, как и весь мир, переживает тяжелые времена из-за пандемии коронавируса. Как отметил глава республики, государство принимает необходимые меры для поддержки своих граждан, но пока что эта помощь доходит не до всех. И в связи с этим Махмуд Али Калиматов поручил провести масштабную республиканскую акцию «Мехкасах». Выступив в качестве спонсора, одним из первых к ней присоединился член Совета Федерации от Ингушетии Билан Хамчиев. Данная акция охватывает 5500 семей. Это примерно на одну семью 70 килограмм продовольствия. Чем примечательна акция? Тем, что власть, бизнес и общественность вместе сплотились и помогают семьям, оказавшимся в тяжелой ситуации. Благотворительный фонд «Тешим» и руководство сада «Гиганта» приняли на себя всю организационную часть в этой благотворительной миссии. Сегодня среди тех, кто в очереди на погрузку гумпомощи, и Малгобекский район. Помощь по машинам распределяют согласно заранее составленным спискам. У нас 12 сельских поселений. Со мной приехали главы администрации сельских поселений со своим транспортом, чтобы получить помощь от главы республики. Значит, на 12 сельских поселений у нас получается более 600 наборов продуктов питания. Первая «Газель» уже заполнена. Продуктовую помощь направляют в средние Ачулаки. И каждый, кто нуждается в продуктах, может прийти и получить свою часть. Всего же в селе помощь предусмотрели для 53 семей. В числе тех, кто сегодня получает продуктовую помощь, и Радимхан Добриева. После смерти супруга семья осталась без кормильца. Сейчас она в одиночку воспитывает двоих детей. Такая поддержка как нельзя кстати делится Радимхан. Часть населенных пунктов Малгобекского района сегодня также получили продуктовые наборы. Остальное распределят в пятницу. Акция продлится до тех пор, пока помощь не дойдет до всех нуждающихся. Михаил Тангиев, Эрбек Межоев, Новости 24.